Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после преодоления президентского вето. Закон вступит в силу после публикации в законодательном вестнике. Минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, действующих в иностранных интересах. В перечень войдут организации, финансирование которых из-за рубежа превышает 20%. Президент Грузии Зурабишвили выступила против закона о прозрачности иностранного влияния, однако ее вето было преодолено парламентским большинством. Закон вместо президента подписал спикер парламента. Парламент Грузии на пленарном заседании 28 мая снял вето президента Саламе Зурабишвили с закона об иноагентах. За преодоление президентского вето и за принятие закона об иностранном влиянии в первой редакции проголосовали 84 депутата. Для преодоления вето нужно было лишь 76 голосов депутатов из 150. Закон создает реестр организаций иностранного влияния, в который попадут НПО и СМИ, зарубежные гранты у которых превышают 20% некоммерческого дохода. Закон предусматривает систему штрафов за отказ в регистрации или в предоставлении данных. Принятие закона происходит на фоне протестной активности за стенами парламента. К зданию стены улиц колонны студентов. Из юридических механизмов остановить действие закона о прозрачности иностранного влияния остается иск в Конституционный суд. Между тем, протестные акции против принятия закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси, а Госдеп США и структуры Евросоюза продолжают угрожать властям страны санкциями и остановкой евроинтеграции. К другим темам. В МИД России назвали фантазией планы премьера Иракля Кабахидзе о вхождении Грузии в Евросоюз вместе с Абхазией и Южной Осетией к 2030 году. Захаровой задали вопрос о том, не вступает ли нахождение в регионах наших военных баз и обязательство Москвы защищать Абхазию и Южную Осетию в прямой конфликт с заявлениями грузинских властей. Конец цитаты. Она ответила так. Нет, Министерство иностранных дел двух суверенных государств сами за себя все сказали. Тут, конечно, имеются в виду МИД Абхазии и Южной Осетии. Раз это была фантазия на тему будущего, то давайте также и ответим. Если будут действия, на которые надо будет отвечать в практическом плане, мы тоже умеем это делать, заявила Захарова. Как отметила Мария Захарова, в Европейском Союзе нет полноправных членов. Там есть страны, соподчиненные неким нарративам командно-административной системе. Они изнемогают от разрушительного воздействия своих же решений на собственную экономику, хотя ориентированы они изначально были против России. Но сделать ничего не могут. Их продолжают заставлять принимать антироссийские меры. По ее словам, страны Евросоюза убивают свою экономику, отказываясь от российских энергоресурсов. Разве они делают это, исходя из своей заинтересованности? Нет. Заинтересованность в российских энергоресурсах была такой, что страны Европейского Союза вместе с нами строили под них инфраструктуру. Потом им это делать запретили. Это полноправное членство, задается вопросом Захарова. И сама же отвечает, сейчас их заставляют отрезать от своих бюджетов средства в пользу киевского режима. По своей воле? Нет. И заставляют кто? Те, кто руководит Европейским Союзом через коллективный Брюссель. Сформированы под эгидой США и Британии, которые сами в Евросоюз не входят. Евросоюз стал отделом экономических вопросов НАТО, натовской надстройкой. Они не имеют полноценных прав, есть только обязанности платить из своих бюджетов, принимать решения, разрабатываемые за них, сказала Захарова. Именно эти вопросы являются ключевыми в теме вступления Грузии в ЕС, отметила она. Продолжаем передачу. Диверсификация Пашиняна. Армения становится яблоком раздора. Под таким названием на сайте Евразия сегодня вышло интервью с экспертом по проблемам Закавказья Виктором Якубяном. Эксперт отмечает, что развитие событий в нашем регионе – это часть большой геополитической игры. Цитата. «События на Украине и на Ближнем Востоке непосредственно и прямо влияют на развитие ситуации в Закавказье. Это очевидно, потому что это 3 театра военных действий между одними и теми же
мировыми центрами силы в рамках протекающей глобальной гибридной войны. Активное столкновение идет в буферных зонах Украина, Сирия, Закавказье между Россией и НАТО, включая Турцию, Россия Ираном с одной стороны и НАТО Израилем с другой. А на глобальной арене бушуют торговые войны, вводятся санкции, совершаются диверсии и теракты, как, например, подрыв газопровода «Северный поток». Якубян считает, что в зависимости от того, кто выйдет победителем на Украине и на Ближнем Востоке, мы увидим в Закавказье либо дальнейшее ослабление России и Ирана и усиление тюркского тандема в рамках стратегии «Один народ, два государства» и НАТО с неминуемым поглощением Армении и Грузии, либо же победу тандема Россия-Иран, ослабление влияния Запада на Грузию, дальнейшее активное развитие евразийского экономического сотрудничества с включением в него новых стран региона и так далее. На самом деле никакой архитектуры безопасности в Закавказье сейчас не существует, уверен армянский эксперт. Если бы она существовала, то не было бы войны 2008 года в Южной Осетии, не было бы последних карабахских войн с трагическим исходом, не было бы войны на Украине и на Ближнем Востоке, которые, как я уже отмечал, прямо влияют на расклад сил в Закавказском регионе, будучи другими театрами одной и той же войны, уверен эксперт. Власти Армении сейчас действуют не внутри некой региональной архитектуры безопасности, а под внешним кураторством и под угрозой силы, сказал Якубян. Кураторство осуществляют США, Великобритания и некоторые страны Евросоюза, а силу давления продуцирует Азербайджано-турецкий тандем, ориентирующийся на НАТО. В свою очередь, власти Грузии ведут жесткую внутреннюю борьбу с огромной по влиянию пятой колонны, подчиняющейся Западу, который, в свою очередь, стремится спровоцировать новую российско-грузинскую войну, уверен эксперт. По его мнению, продолжает оставаться под жестким прессингом стран НАТО Иран с угрозой сползания конфликта с Израилем, с которым уже был обмен ударами в масштабную, не исключено, что и ядерную войну. В этих условиях Армения, по сути дела, оказывается от гарантии безопасности в рамках ОДКБ и как будто бы наращивает взаимодействие с НАТО и Евросоюзом, что не может не привести к ответным действиям со стороны России и Ирана. То есть никакой архитектуры безопасности нет, а есть временное затишье в точке столкновения конкурирующих интересов стран России, Запада, Ирана и тюркского тандема Турции, Азербайджана, заключает Якубян. Шире здесь представлены также геополитические интересы Китая, Индии, Пакистана, арабских монархий и прочих игроков, каждая из которых преследует в этой гибридной войне свои интересы, считает эксперт. Говоря более узко о перспективах Армении в этом раскладе сил, эксперт отмечает, что Армения географически расположена на перекрестке двух геополитически транспортно-логистических коридоров севера-юг и запад-восток. В этой ситуации, лишаясь внешних гарантий безопасности и не обладая достаточным суверенитетом и ресурсами для сопротивления, Армения рискует стать яблоком раздора между Россией, Китаем, Ираном с одной стороны и Евросоюзом, США, Турцией и Азербайджаном с другой. Видя некомпетентность, импульсивность и несамостоятельность и высокую степень авантюризма руководящих Арменией агентов влияния Запада, мы можем прийти к выводу, что за территорию Армении будет вестись ожесточенная борьба, говорит в интервью агентству Виктор Якубян, потому что планы Запада вывести Россию из Закавказья, обнулить ее влияние здесь, а также создать плацдарм для атаки на Иран с севера, обязательно в конечном счете вызовут ответные очень жесткие действия Москвы и Тегерана. Никакого коридора между Турцией и Азербайджаном по территории страны Евразийского экономического союза Армении без контроля со стороны других членов Союза, в особенности России, Пашиняну никто не позволит открыть. Конец цитаты. Сегодня эти темы мы обсудили с политологом Николаем Трапш. Здравствуйте, Николай, приветствуем вас. Сегодня мы хотели бы в первую очередь поговорить о том, что происходит в Грузии. Как вы знаете, на прошлой неделе премьер-министр говорил о неком вхождении в 2030 году Грузии и вместе с Абхазией и Южной Осетией в Евросоюз, и при этом там полностью принимают закон об иностранном влиянии. Как вам кажется, не противоречат ли эти вещи друг другу и почему все так? Ну, в данном случае эти вещи друг другу совершенно не противоречат, поскольку они регулируют разные направления, скажем так, политической деятельности, политической практики нынешнего грузинского руководства. С одной стороны, они в преддверии выборов, да и
предполагая оставаться у власти как можно дольше, должны минимизировать влияние тех некоммерческих организаций, средств массовой информации, отдельных лидеров общественного мнения, которые получают финансирование из-за рубежа. То есть основной пул их идеологических, политических, информационных противников — это те, кто содержится на средства западных фондов и западных правительств. То есть здесь у них есть сугубо утилитарная цель, к которой они идут. И самое главное, что они в данном случае, судя по всему, пользуются поддержкой значительной части грузинского населения. Поскольку раскачать ситуацию политическую не удалось в Грузии, значит, в обществе нет запроса на смену власти по такому поводу. То есть власть устраивает основную часть грузинского населения. Насколько основную, посмотрим по результатам выборов. Но вопрос в другом. Вряд ли любой политик в Грузии, который не хочет стать архивным политиком или уйти в тираж, заявит сейчас точку зрения, согласно которой Грузия может через 5, 10, 50 лет рассматриваться без Абхазии и Южной Осетии. Но с таким же успехом любой политик в Абхазии, который сейчас выйдет и заявит, что мы видим свое будущее в составе Грузии, точно так же выйдет в тираж. То есть здесь это то, что нельзя приступать, своеобразная красная линия. То есть никакой иной позиции у человека, который понимает текущий грузинский политический и ментальный дискурс, быть не может. Поэтому совершенно спокойно уживается вполне себе утилитарная практика, пусть даже и конфронтационная с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, и связанная с подавлением так называемых иноагентов, но это никоим образом не исключает и не может исключать риторики, связанные с территориальной целостностью Грузии. Это системообразующая установка, которую разделяют все, кто за иноагентов, кто против иноагентов. А тот, кто будет нарушать эту системообразующую обстановку, он просто очень быстро превратится в текущих условиях в политического маргинала. Естественно, такой промашки или такого повода для оппозиции дать грузинская власть не может. И я почти уверен, что когда он выступал, премьер-министр, он совершенно сознательно заакцентировал внимание на этом вопросе. То есть он мог о нем в принципе не говорить, это подразумевается по умолчанию, но вот акцент, который он выдвинул, он как раз-таки подчеркивает значимость этого вопроса. Но все-таки, на ваш взгляд, это напрямую связано с предстоящими выборами. То есть это такое заявление, которое необходимо сделать перед выборами грузинской мечте. Так ли я все-таки это понимаю? Совершенно верно. Это своего рода, вот как мы, исполняя какие-то религиозные ритуалы, совершаем некоторые действия в церквях, мечетях, синагогах, точно так же, так сказать, это политический ритуал. То есть текущая власть демонстрирует, что основополагающий принцип, который разделяет на сегодняшний день большая часть грузинского общества, подавляющее большинство, ею соблюдается неукоснительно. То есть это своего рода такой минимальный допуск к дальнейшей политической деятельности. То есть без этого невозможно себе представить никакую политическую силу, которая в Грузии хочет что-то выиграть, не говоря уже о том, чтобы управлять страной. А еще вопрос у многих заключается в другом. Значит ли это все на самом деле, что в Грузии у власти люди, которые отходят от прозападной позиции, если в суть вглядываться? Нет, я думаю, совершенно не значит. Просто грузинские власти пробуют границы возможного. То есть здесь очень важно понимать, что если они пришли к власти на волне критики режима Саакашвили, который был полностью на ручном управлении у Запада, то, соответственно, они сейчас смотрят, насколько они могут быть, с одной стороны, не управляемыми марионетками, с другой стороны, не отходить от того курса, которым следует грузинское общество.
никакого отрицания там ни атлантизма, ни европейского выбора, ни ориентации на там, Европейский Союз или НАТО в Грузии совершенно не наблюдается на уровне, прежде всего, массового общественного сознания. Поэтому здесь, в данном случае, как бы они хотят сохранить свой европейский выбор, за который большинство населения, но они не могут себе позволить как бы слепо действовать как марионетки. Тогда они ничем не будут отличаться от тех, кого они свергли, и тем самым ослабят свои позиции. Но они хотят быть не такими, как Украина, не такими, как Молдова. Насколько это у них получится, сказать сложно, но от вот этого ценностного выбора, от этого тренда никто в Грузии отказываться не собирается. Я думаю, в ближайшее время не откажется. И это важно для них подчеркивать, потому что иначе о них будут говорить как о пророссийских. Они о них и сейчас-то говорят, но тогда те, кто будет с ними полемизировать, получат дополнительные основания. Поэтому у них очень тонкая, сложная игра, опасная игра. Но если они смогут выдержать этот тренд, то они приобретут солидные политические дивиденды. Потому что народ там при всех своих исходных установках, исходных ориентациях уважает ту власть, которая может сохранить свою гордость и достоинство. Ну, в том числе и на Кавказе прежде всего. Поэтому здесь как бы курс сложный, но он не предполагает смену вектора отнюдь. Хорошо, Николай, а теперь хотелось бы, возможно, краткий обзор и ваш анализ того, что происходит в другой стране, в нашем же регионе, в Армении. Как вам кажется, как движутся и события там? Что происходит там? Что в основе вот этих последних событий? Ну, я бы начал с одного как бы момента, который 10 лет назад казался сугубо научным, а сейчас мы как бы пожинаем результаты, ну, в целом так глобально, недостаточной восприимчивости к тому, что показывают данные исследований. Еще 10 лет назад исследования, которые проводились в Армении, показывали, что запрос на европейский или проевропейский, проамериканский курс у тех, кто моложе 50 лет, они доминируют однозначно. За 10 лет эта планка сдвинулась еще выше. То есть именно это позволило Пашиняну и первый раз взять власть в свои руки, позволило удержать и проводить тот курс, который он проводит сегодня. То есть совершенно очевидно, что в данном случае как бы общий запрос, он сформировался точно таким же, как в Грузии. Это результат как бы очень специфической политики Российской Федерации, которую можно совершенно спокойно критиковать. Многие в Москве рассуждают по принципу, говоря о постсоветском пространстве, а куда они от нас денутся? Ну, если никаких усилий не предпринимать, то очень хорошо денутся и очень быстро. И примеров тому много. И по большому счету, за исключением Белоруссии, очень даже все стремятся куда-то деваться. Поэтому здесь первое обстоятельство, ясно, что это все возникло не на пустом месте, и все, кто рассуждает о том, что это результат там каких-то финансовых вливаний, прямого вмешательства, да, и финансовых вливаний, и прямого вмешательства, но все это легло на благодатную почву, иначе бы это зерно не выросло. Это как бы первое обстоятельство. Второе обстоятельство, откуда тогда взялось протестное движение? А протестное движение как раз таки оттуда, что армянские власти нынешние не способны вести себя так, как ведет себя нынешняя власть Грузии. Ну, посмотрим, продержится она или нет, но она сделала заявку на то, что национальные интересы в каких-то вопросах превыше какой-то идеологической повестки. А нынешняя армянская власть, она как бы показала, что она готова сдавать то, что для армян является важным и где-то даже сакральным. Значительная часть армянского общества, она охладела в общем карабахской проблеме. Это было очевидно там и 5, и 10 лет назад. И до той поры, пока выходцы из Карабаха занимали сильные позиции в управленческих властных структурах самой Армении, это было не так заметно. Теперь это заметно, и это очевидно, и Пашинян очень хорошо эту волну обуздал.
Но другое дело, что как бы все равно для части общества это вопрос очень болезненный, но еще более болезненный вопрос о том, что это будет иметь продолжение. И вот эти демаркационные процессы, которые происходят на армяно-азербайджанской границе, они части армянского населения отчетливо показали перспективу, что вот эти предположения о том, что Армения вовсе может лишиться государственной субъектности и окажется, так сказать, разделенной соседями, они имеют под собой основания. Потому что, уступая по всем направлениям и рассчитывая на какую-то эфемерную помощь со стороны Запада, невозможно добиться целей сохранения и нации, прежде всего национального государства. Плюс, конечно, градус политической борьбы очень сильно как бы был повышен, когда Пашинян и те силы, которые за ним стоят, начали активное давление на армянскую апостольскую церковь. Понятно, что церковные иерархи стоят в первых рядах оппозиционного движения, но это, ну скажем так, обоюдоострый момент. То есть понятно, что есть там прекрасный опыт Украины, где как бы Украинскую православную церковь под московским патриархатом задавили очень быстро и даже, кажется, легко. В Армении так легко это не получится. Более того, чем дольше как бы Пашинян будет давить и чем жестче он будет давить на армянскую апостольскую церковь, тем больше он будет сужать свою социальную базу. Поэтому здесь вопрос в консолидации оппозиционных сил. Они уже несколько раз показали, что они консолидироваться не очень способны. И лидера у них как такового, ну до последнего момента не было. Да, сейчас он, возможно, в лице Сумбатяна появился, но вопрос в том, насколько все остальные будут готовы его постоянно и всецело поддерживать. То есть, если армянская оппозиция сможет консолидироваться, а Пашинян продолжит давить на такой системообразующий институт, как армянская апостольская церковь, то возможен и политический катаклизм. Если же как бы интеграция оппозиции не произойдет, то в целом инертные ожидания армянского общества, они направлены в сторону Запада. И Пашинян этим чаянием пока отвечает, хотим мы этого или не хотим. Поэтому если ему удастся как бы добиться согласованности действий оппозиции и удастся как бы продолжать создавать нужную пиар-активность, то вполне возможно, что никаких катаклизмов серьезных там и не будет. Но пока как бы ситуация обоюдоострая, и предсказать, как она будет развиваться, достаточно сложно. Николай, огромное спасибо за столь подробный анализ. Благодарим вас. На этом у нас сегодня все. Будем держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.